Пресс-конференция в условиях карантина проходит по скайпу. Представители 15 региональных СМИ интересуются текущей обстановкой. Владимир Уйба спокоен, но призывает готовиться к тяжелым временам. Пик по коронавирусу еще впереди. Коми сегодня в лидерах по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Есть тут предположение, что мы можем повторить печальную участь Бергама итальянского. По вашему мнению, вот ситуация реально такова? Готовимся по-взрослому. Готовимся по-настоящему. Значит, никаких шуток, никаких игрушек. Эта зараза не прощает шуток. Это мы видим. Вот то, что вы назвали. И не дай нам Бог там, хоть близко к этой истории подойти, итальянской. Вот, поэтому запросили помощи. И здесь, в общем, я не скрываю, что всегда нужно любой сильный, в том и силен, если он понимает опасность и дает оценку ей объективную. Запросили помощи у федерального центра, у федерального штаба, помощь такую получили. Вот на сегодняшний момент могу сказать, что на пике мы должны выйти с полным набором коек, врачей, оборудования, медикаментов, СИЗОВ. Поэтому думаю, что мы его должны пройти достаточно безболезненно для пациентов в первую очередь. Самая пессимистичная модель для Коми – 50 тысяч зараженных коронавирусом. И это уже не шутки. Пик заболеваемости придется на период с 30 апреля по 5 мая. Затем нулевая динамика инфицирования, ну а спад ожидать лишь к концу июня. Сейчас необходимо дополнительно развернуть 410 коек. На сегодня есть 309. Минпромторг России поможет с аппаратами искусственной вентиляции легких. Обещали поставить 70. Еще 19 будут перераспределены из медучреждений Коми. Там, где они оказались невостребованы после прекращения плановых приемов. Вторая история с СИЗами. СИЗы тоже прям фронтовая совершенно ситуация, как, не знаю, боеприпасы на фронте. Они просто расходятся как горячие пирожки. С ними есть сегодня дефицит у всех. Но, значит, мы совершенно твердо понимаем, что мы на пик, на 30-е выйдем на месячный запас. То есть месячный запас мы сформируем. Владимир Уйба рассказал о мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии. Особое внимание уделил продбезопасности региона и проблеме удорожания продуктов. В этом отношении могут помочь и журналисты, посылать сигналы в надзорные органы о повышении цен в том или ином магазине. Как только вы будете давать сигнал, так немедленно будем реагировать. Значит, для этого у нас есть, вы знаете, республиканский ФАС, и для этого есть очень грозная организация под названием АБЭП. Это специальное подразделение МВД, которое отслеживает и не допускает спекуляцию и завышение цен. Вот если только вам известны такие факты, немедленно нужно сообщать на горячую линию в администрацию, мы это тут же отследим и коллегам передадим. Потому что это неправильно. Нельзя наживаться на войне, ни в коем случае. Затронули на пресс-конференции тему строительства мусорного полигона на станции ШИЭС. Владимир Уйба высказался коротко, но емко. Проекты, наносящие вред здоровью и экологии, не имеют права на существование. Что касается кадровых вопросов, Владимир Уйба рассказал, что при подборе своей команды он делает ставку не на прописку, а на профпригодность. Поговорили и о личном, про семью, увлечения и планы. Надолго ли к нам? Я рассчитываю избрать в сентябре, отработать 5 лет, честно, увеличить и улучшить качество жизни и экономической, и социальной всех жителей республики и республики в целом, избраться на второй срок и отработать 10 лет, честно, открыто и с полной выкладкой. За 1,5 часа Владимир Уйба ответил более чем на 15 вопросов. Заверил, что всегда открыт для диалога и ценит СМИ как своеобразный мостик между населением и властью. Очевидно, не за горами и следующая пресс-конференция. И надо верить, что пройдет она уже без масок и не по скайпу. Алексей Корчма, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.